Президента Южной Осетии Анатолия Бибилова встречали вице-президент Абхазии Виталий Габня, министр иностранных дел Даур Ковы, глава администрации Гагарского района Заур Бганба, министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медуев, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Южной Осетии Алан Илбакиев и чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в Республике Абхазия Олег Бациев. Анатолия Бибилова как дорогого гостя встретили хлебом-солью. По дороге в Сухум члены делегации сделали остановку в городе Гагра, где возложили цветы к памятнику добровольцам из Южной Осетии, павшим за свободу и независимость Абхазии. Анатолий Бибилов, а также представители руководства Абхазии почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии, возложив цветы и венки к мемориалу погибших в парке боевой славы в Сухуме. Делегация Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым возложила цветы к мемориалу первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзенба в селе Нижняя Шера. Ровно 14:00 перед администрацией президента Абхазии выстроен почетный караул. Все готово к официальной встрече двух президентов. Анатолия Бибилова встречает Рауль Хаджимба. Товарищ главнокомандующий Вооруженными силами Республики Абхазия, почетный караул в честь прибытия президента Республики Южная Осетия построен. Начальник караула капитан Гвазава. Господин президент Республики Южная Осетия, почетный караул в честь вашего прибытия в столицу Республики Абхазия, город Сухум, построен. Начальник караула капитан Гвазава.
Главы государств по очереди представляют друг другу членов официальных делегаций. Затем в Большом зале администрации президента началась двусторонняя встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба и президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Рауль Хаджимба еще раз поздравил Анатолия Бибилова с избранием на пост президента Республики Южная Осетия. Между странами уже подписано 8 двусторонних документов, и развитие наших взаимоотношений будет продолжаться по всем направлениям, подчеркнул президент Абхазии. Анатолий Бибилов поблагодарил Рауля Хаджимба за теплый прием и отметил, что страну души Абхазию и Южную Осетию связывают самые душевные отношения, и это взаимодействие должно расти во благо наших народов. Анатолий Бибилов пригласил Рауля Хаджимба посетить Республику Южная Осетия с официальным визитом. После встречи двух президентов состоялись двусторонние переговоры в расширенном формате. Представители официальных делегаций Абхазии и Южной Осетии обсудили перспективы двусторонних взаимоотношений. По окончании переговоров в Большом зале прошла церемония подписания плана консультаций между Министерством иностранных дел Абхазии и Южной Осетии. Подписи под документом поставили главы внешнеполитических ведомств двух стран Даур Ковы и Дмитрий Медоев. Договор о сотрудничестве между общественными палатами двух стран подписали секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба и председатель Общественной палаты Южной Осетии Анатолий Джиджоев. После подписания соглашения президенты двух стран Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов встретились с журналистами. Тема нашей сегодняшней встречи глав двух государств – это дальнейшее развитие взаимоотношений между Южной Осетией и Абхазией. Направлений достаточно много. За это время подписано 8 документов двухсторонних, но поле деятельности достаточно широкое, и мы уверены в том, что все эти работы будут продолжены. Был период, когда интенсивность этих отношений немного снизилась, но сегодня следует все это поднять на достаточно высокий уровень. Есть вопросы, связанные с экономикой. Хотя многие говорят, логистические возможности являются не самыми лучшими, но есть маневры, вернее, поле для маневров, где мы можем и в этом направлении активно работать. Вопросы культуры, вопросы гуманитарной сферы. Сегодня уже вы видели и были очевидцами подписания соответствующего соглашения между общественными палатами Республики Южная Осетия и Абхазия. Я думаю, что здесь тоже есть возможности для того, чтобы показать, насколько наши общества ушли вперед. Конечно же, отношения, которые на сегодняшний день есть между Республикой Южная Осетия и Республикой Абхазия, они высокие, но у нас есть возможности для того, чтобы выводить их еще на более высокий уровень. Я уверен, убежден, что наше желание и президента Абхазии, и президента Южной Осетии в первую очередь исходят из интересов наших народов. Считаю, что кто бы ни был президентами наших двух братских республик, мы обязаны
эти отношения сохранять, мы обязаны эти отношения приумножать, и эти отношения должны быть абсолютно на всех направлениях жизнедеятельности наших государств, жизнедеятельности наших народов. Возможностей, как подчеркнул Рауль Джумакович, у нас предостаточно. Я могу вам пример такой привести. Будучи министром МЧС Южной Осетии, мы довольно-таки тесно взаимодействовали с соответствующей структурой Абхазии. Мы отправляли сюда, в Абхазию, наших спасателей. Они здесь проводили совместные учения, обучали друг друга, передавали опыт. И вот это одно из направлений. Сегодня мы уже подчеркивали и про культурные мероприятия, которые сегодня проходят в Абхазии. Вот эти направления развития, абсолютно во всех направлениях, подчеркиваю, должны найти свое развитие. И мы, как руководители двух наших братских республик, конечно, этому будем способствовать. Скажите, пожалуйста, вот в экономической сфере какие у нас могут быть взаимоотношения между двумя республиками? В Абхазии есть вопросы, связанные с темой развития инфраструктуры туризма, горного туризма. И в Южной Осетии есть такие возможности. Я думаю, что здесь мы могли бы поработать на то, чтобы и у Южной Осетии такие возможности были бы более широкими, и у Абхазии. Сфера курортологии – это немаловажная тема, которую нужно возобновлять. Мы практически очень многое, что утеряли за период послевоенного этапа, но сегодня вновь мы можем начинать эти работы. Ну и многие другие направления, которые важны для нас. Мы говорим о том, что нужно развивать экономику. Я часто повторяю, российская финансовая помощь, она будет не бесконечной. Поэтому мы должны изыскивать те возможности, которые есть у нас внутри, а таковых достаточно. Это не только туризм, это аграрный сектор. В Южной Осетии достаточно активно развивалось в свое время садоводство. Я знаю, это одна из самых таких активных территорий, которая занималась и этими направлениями сельского хозяйства. Почему бы и нам в этих направлениях не работать вместе? Что касается конкретно экономической составляющей, часть Рауль Джумакович сказал, могу сказать, что, допустим, поставка на рынок Южной Осетии тех же мандаринов имеет огромную перспективу. К сожалению, говорю, на сегодняшний день мандарины мы обычно завозим со стороны Грузии. Всему миру известно, и по советскому пространству известно, что абхазские мандарины гораздо сочнее и вкуснее, чем мандарины наших, скажем так, партнеров соседнего нашего общего государства. Это одно из направлений. Второе направление. У нас есть все возможности для того, чтобы, допустим, создавать совместные предприятия по и тем товарам, которые производятся в Южной Осетии, по тем товарам, которые есть в Республике Абхазия. Рынок для того, чтобы нашими совместными усилиями, совместными предприятиями выходить на российский рынок. Сегодня мы должны понимать, что география рынка, где мы можем быть представлены на самом высоком уровне, она расширяется. Поэтому, опять-таки, все перспективы есть. Что касается, допустим, образования, сегодня, для вашего сведения, в университете в Южной Осетии учатся представители Абхазии, если вы не знаете. Мы можем отправлять наших детей для обучения, для учебы в высшие учебные заведения Республики Абхазия. Про культуру мы уже сказали. Не побоюсь говорить и про взаимодействие в сфере наших силовых структур, специальных служб, министерств обороны, которые и сегодня, в принципе, тесно взаимодействуют, но мы бы с удовольствием с Раулем Ханджем поприсутствовали на совместных каких-то учениях, это будет на территории Южной Осетии или на территории Абхазии. Это для нас, в принципе, существенной разницы нет в этом. Поэтому, опять-таки, сферы деятельности абсолютно разные. У меня вопрос к президенту Южной Осетии. Всем известно, что наши ведомства, министерства тесно контактируют, взаимодействуют, сотрудничают. А вот как вы думаете, имеет ли смысл создать такую совместную группу, которая будет продвигать интересы на международных площадках, таких как
консультации женевские, в России какие-нибудь неправительственные организации, когда будут собираться, чтобы как бы вот эта совместная группа абхазо-осетинская вместе могла бы взаимодействовать и продвигать интересы политические. Как и везде, в том числе, скажем так, в том числе и в Америке, к неправительственным организациям, конечно, обычно очень пристальное внимание. Я абсолютно уверен, что все неправительственные организации в первую очередь должны быть патриотически настроены по отношению к своей родине. Это первое. Второе. Что касается наших взаимоотношений именно в развитии международных связей, в этом направлении наше Министерство иностранных дел довольно-таки плотно общаются. Не хочу пока назвать, скажем так, государство, но сегодня как раз совместно проводятся консультации МИД Республики Южная Осетия, МИД Республики Абхазия и наши партнеры стратегические. Проводится работа по тому, чтобы число стран, которые признали нас, оно увеличивалось. Подчеркиваю, сегодня конкретные шаги в этом направлении делаются. Это наши министры в этом направлении поработали на площадке Санкт-Петербургского экономического форума. Определенные договоренности есть, определенные шаги делаются. Вы упомянули женевские дискуссии. Там тоже наши представители на этих переговорных процессах, они выступают одним фронтом, с одной позицией. Подчеркиваю, у нас практически одинаковая история и одинаковое понимание проблемы, и одинаковая боль, которую мы все с вами перенесли. Поэтому в этом отношении довольно-таки активная работа, и я уверен, что опять-таки эта работа будет более активной. В завершении официальной встречи главы государств и члены делегации вышли на пешую прогулку по набережной Сухума.